Особое внимание повсеместно и соблюдению масочного режима. Так, в Ухте ежедневно проходят рейды в местных торговых центрах. Проводят их специалисты ГУЧС. Цель не столько наказать, сколько предотвратить распространение вируса. Виктория Науменко продолжит. Масочный режим никто не отменял. Об этом горожанам ежедневно напоминают сотрудники управления ГУЧС. Рейды в общественных местах и торговых центрах проводят во время самой высокой посещаемости. Профилактические беседы ведут как с посетителями, так и с продавцами. Организовать при входе место обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе. Предупреждают ухтинцев и о необходимости вакцинации. Она проходит в поликлинике даже в выходные дни, а также в центрах «Мои документы», как и в 10 городах, районах республики. По словам медиков, последние 2 недели горожане начинают прививаться в разы активней. Народу уже стало очень много, но тоже вакцинировать успеваем, учитывая и праздничные, и выходные дни, и плюс пункты передвижные. Народу стало больше, я думаю, что это связано, во-первых, и с тем, что выезжать нужно куда-то, везде требуют. Работодатель стал более серьезно к этому относиться, тоже стал требовать, чтобы сотрудники вакцинировались. В Ухте применяются все 3 официально зарегистрированные в России вакцины – Гамковидвак, Спутник Ви, Эпивак Корона и Ковивак. Если первая подходит для всех категорий населения, то остальные имеют некоторые нюансы. Эпивак Корона, она предназначена для маломобильного населения, для людей, которые в анамнезе имеют какие-либо хронические аллергические заболевания, либо имели какую-то аллергическую реакцию ранее. Мы ее тоже уже использовали. И Ковивак, она рассчитана на людей до 60 лет. Однако медики не ограничивают пациентов предложением того или иного вида вакцины. Это означает, что последнее слово за пришедшим на прививку. Ковивак ждала. Почему это? А потому что хотелось, выбор пал именно на эту прививку. И все, сегодня 2-я прививка. Это, мне кажется, личное дело каждого, и заботиться надо, прежде всего, думать о себе и о своих близких. Однако на сегодняшний день в Ухте привито 26% населения, а для выработки коллективного иммунитета показатель должен быть 60%. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.